Сегодня мы помогаем Максиму Никифорову. Мальчику 14 лет, он нуждается в дорогостоящем лечении. Максим родился раньше положенного срока. Врачам не удалось подключить его к аппарату искусственного дыхания, поскольку ребенок был очень подвижен. Но, к счастью, мальчик начал дышать самостоятельно. После выписки из роддома Максима сразу положили в больницу. В возрасте 9 месяцев ему поставили диагноз – детский церебральный паралич. И несмотря на то, что ребенок прошел не один курс реабилитации, большого прогресса в развитии не было, пока он не попал на лечение в Польшу. Именно там появилась надежда, Максим сможет ходить. На новый курс реабилитации мальчику необходимо 490 рублей. У нас в гостях сам Максим вместе с сестрой Таисией и с мамой Людмилой. Здравствуйте. Здравствуйте. Утро, проходите, пожалуйста. Привет! Здорово! Привет. Привет. Здравствуйте. 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 Здрасте. Максим, как дела? Нормально. Нормально? Настроение хорошее у тебя, я смотрю, сегодня, да? Да. Говорят, ты нашу передачу смотришь. А что? А почему? Лиза тебе нравится, наверное? Да. На завтрак я выпиваю Кофе с молоком. Кофе с молоком. Яичницу могу съесть. Гречку ем. Пусть рассказывай, все хорошо. Рис ем. И нашу программу смотришь, да? Гречку с молоком. Кашу. В общем, постоянно овсянку. смотрит Максим нашу программу. И Ну, из-за Лизы, На это самом да. деле он действительно смотрит эту программу и очень любит смотреть, когда помогают детям. А чем еще любит заниматься? Есть такой спорт боча. Это мяч кидать. играет. Играет боча, да, занимал боча играет. места, да, играет. Даже- Расскажите нашим зрителям, что такое боча. Боча – это игра чем-то похожая на керлинг. То есть там есть джекбол, мячик, вот, и к нему надо двое игроков, и они должны каждый свои мячики кинуть как можно ближе к этому вот контрольному мячу. С Таисией играет, небось, в это, нет? Нет, Таисия не играет, Таисия свои занятия. Она со мной один раз играла. Играла? Это Да. хорошо. Часто играешь с братом, Таисия, скажи? Ну нет, мы играли только дома, когда они приносили домой мячики. А вообще? А что-то другое? Ну, что-то другое, то, что с ним мы можем, как бы, он что-то может делать, вот он иногда за мной повторяет, я же раньше ходила на акробатику заниматься, вот, он может сейчас за мной повторить, и вот мы вместе иногда играем. Очень здорово. Скажите, пожалуйста, вот много реабилитаций проходили, никаких результатов не было, потом реабилитация в Польше, и появился результат. Появился, то есть видимый результат. В чем именно заключается реабилитация в Польше? Заключалась та реабилитация в Польше, которую вы проходили? Реабилитация в Польше, во-первых, на одного ребенка несколько инструкторов. Несколько инструкторов с ним занимаются, и разные виды физической на разных вариантах, с костюмами, с грузами. То есть это где-то 4–4,5 часа нагрузки. Вот. И, конечно, это дает свои результаты, потому что вот после вот этих вот занятий у него и ноги как-то вот распрямились, руки стали лучше, мягче, шаг появился вот как положено с пятки. То есть вот прям вот видимый, вот первый раз и все, и сразу был виден такой вот толчок, резкий толчок. А вам посоветовал кто-то в Польшу Да, поехать? да. А там еще бассейн есть или Нет, там бассейна нету, Бассейн. там нет бассейна, там Балтийское море. А после того, вы прошли реабилитацию в Польше, вы дома как-то занимаетесь? Нет, дома мы, конечно, дома занимались, мы ходили. Вот Максим учится в школе, у них и в школе есть и массаж, и ЛФК, и физиотерапия. Но он в обычную школу ходит? Нет, Нет, это коррекционная. Коррекционную. 31-й интернат. Тебе нравится учиться, Максим? Ну, не очень. Зато честно. А какой любимый предмет у тебя, скажи? Пение. Пение! Ух ты! Неожиданно. Да. Ну, это У нас здорово. еще никого, по-моему, не было, кто любит. Да. Все говорят, физика, математика, литература, а тут пение. Ну, Не, правильно. у нас такой творческий мальчик, он очень любит в театр ходить, он с удовольствием смотрит мюзиклы. Вот, поэтому вот пение действительно его любимый предмет, это честно. Максим, а кем ты хочешь стать? Я еще не решил. Еще не решил? Ну, обязательно выберешь и станешь
тем, кем захочешь. Все получится. Чего вы ожидаете от той реабилитации, вот, на которую мы сейчас, я уверен, что нам удастся собрать необходимую сумму? Я все-таки ожидаю, что Максим самостоятельно сможет передвигаться с помощью каких-то предметов, там, костыли, ходунки, но самостоятельно. Без коляски? Без коляски, да. А срок реабилитации сколько это? Месяц? Там месяц. Месяц, да. Месяц. А вы пребываете с ним? Я пребываю с ним, да, то есть это месяц усиленный реабилитации. То есть там даже суббота, вот, рабочий день. Вот. А что врачи в Польше говорят, что, в принципе, они за этот месяц могут поднять его, да? Ну, я понимаю, что они не могут давать никаких гарантий. За один курс, конечно, это нет. нет. Это надо хотя бы раза два ездить. Раза два в год. Вот тогда будет эффект. А так всегда говорили, мальчик перспективный. У нас есть небольшой подарок для вас. Прежде чем пожелать вам здоровья и... Нет, здоровья мы и сейчас пожелаем, и потом Ну, пожелаем. естественно, конечно, от нашей программы возьмите. Спасибо Для детей, для большое. вас. Спасибо большое. Спасибо. Здоровья вам, прежде всего. Спасибо огромное. Чтобы помочь Максиму Никифорову, отправляйте СМС на номер 3443 со словом ДЦП и указанием суммы через пробел. Например, ДЦП пробел 200. История мальчика и нужные реквизиты для перевода средств есть на сайте sos.ntv.ru.